Здравствуйте, кто остался в живых к нынешнему занятию. Мы продолжаем наши критические или аналитические студии, можно по-разному их называть. Наша сегодняшняя тематика, как вы помните, была связана с попыткой прочесть часть текста Джудит Батлер «Психика власти», которая называлась эта часть «Совесть сотворяет субъектов из всех нас, подчинение Альтусера». И опять же, в каком контексте, вот опять же, мы можем этот текст рассматривать. До сих пор мы говорили о различных социально-критических концепциях, которые касались разного рода предметов. Вот. Ну и в прошлый раз, как вы помните, мы опять же, следуя тексту Альтусера и, в общем, соответствующему контексту, пытались говорить об идеологии. Вот. И там мы, естественно, затрагивали такой момент, который у Альтусера присутствует. Это момент, связанный с конституированием субъекта, поскольку у Альтусера явно субъект конституируется через интерпеляцию, вот, эксплицитно. И, в общем, вот это вот как раз вот этот ход Альтусера, он впоследствии породил некую такую целую традицию интерпретации. Вот. И этот текст Джудит Батлер, он, в общем, как бы, вот, по-видимому, таким одной из версий подобных интерпретаций является. Вот. А мы его с вами поместим, или как бы будем считать, что наше сегодня занятие как раз и посвящено субъективации, или субъекции, как нам будет угодно. Вот. А это тоже, в общем, такая тематика, связанная с формированием или с конституированием субъекта, которая вообще характерна для, собственно, социального анализа и критики. Вот, поскольку, так или иначе, мы всегда попадаем в некие субъектные позиции, вот, и важно понять, каким образом это происходит. И я, наверное, предоставлю слово Галине, поскольку я еще пока точно не знаю, что она хочет сказать по поводу этого текста Джудит Батлер. Вот, мы сейчас вместе узнаем. Да, Джудит Батлер вполне законно можно вписать в ряды социальных критиков, но мне видится, что особая такая специфическая позиция есть у этого автора, и она, я не знаю, насколько вы обсуждали этот момент, вообще в вопросе о социальной критике всегда встает вопрос, откуда вещает, откуда говорит сам критик, собственно, как возможна социальная критика, с какого места. То есть, будучи, начиная с франкфуртской школы, мы, в общем-то, можем проблематизировать статус этого самого социального критика, собственно, что позволяет ему каким-то образом разотождествиться с тем, что он критикует. Да? То есть, насколько это, в принципе, возможно, вот эта рефлексивная петля. Джудит Батлер как раз из тех теоретиков, которые показывают, не столько, может быть, очерчивает эту сцену, не столько делает ее такой очевидной и возможной, сколько проблематизирует. Да? То есть, скорее подвергает сомнению, что эта сцена возможна в таком чистом, по крайней мере, в каком-то чистом виде. Да? И вот с этими сложностями, наверное, связанными с возможностью вообще вот этого места социальной критики, позиции самого социального критика, можно с этой точки зрения подойти к тексту Джудит Батлер. Вот. Что касается Альтусера, может быть, я чуть-чуть пару слов, чтобы как-то мостик перебросить. Я не знаю, проговаривали этот момент вы или нет, связанный с Альтусером, который, в свою очередь, ссылается на раннего Маркса в начале одного из текстов, вернее, это книга, «Идеологический аппарат государства». Вот. Тут такой важный момент происходит, когда он производит такое, расщепление в понятии идеологии.
То есть, ссылаясь на раннего Маркса, Альтусер говорит об идеологии как о чем-то искажающем социальную жизнь. Ну, в принципе, такую трактовку, по идее, мы сегодня можем в повседневной коммуникации встретить. Да? То есть идеология – это то, что каким-то образом нивелирует настоящее положение вещей, да, в обществе, да, в социальной жизни, и как бы редуцирует, да, каким-то образом какую-то пелену наводит, да, на глаза. Ну, вспоминали мы про это, да. Да, не заостряли проблему. Да, но это как бы ранний Маркс, но Альтусер пытается выстраивать универсальную теорию идеологии и полагает, что как бы, вот, когда мы мыслим так с точки зрения раннего Маркса, то мы как будто бы предполагаем, что можно избавиться от этой пелены, да, как бы вот, убрать эту идеологические шоры, что ли, да, и увидеть социальную жизнь такой, какой она есть. Там, да. Ну, в принципе, Маркса можно тоже с этой точки зрения трактовать, что вроде как вот если мы видим вот в основе социальной жизни экономическое неравенство, там, способы производства меняющиеся, то тем самым мы как будто избавляемся от идеологии. Альтусер как раз-таки показывает, что, пожалуй, от этих идеологических шор избавиться невозможно. Да? То есть идеология вот в таком варианте, вот та идеология, которую можно помыслить как шоры, от которых можно избавиться, это то, что похоже на воображаемое до Фрейда, говорит Альтусер. Да? Ну, как бы не случайно, здесь, наверное, может быть, чуть заранее ввожу Фрейда и психоанализ, поскольку, если вы читали текст, вы видели, что и Батлер тоже и мыслит где-то очень психоаналитически, и напрямую ссылается. В отношении к сну. На к сну, да. Да, как, то есть идеология это как сон. Да, сравнивается с отношением к сну до Фрейда. Может быть, да. Я переводила, я на английском читала, мне кажется, там про воображаемое есть. Ну, неважно, да, там сновидение, воображаемое, то есть то, что как бы не настоящее, да, то, что в итоге у Фрейда потом как раз-таки становится основой психической жизни. И, в принципе, такой же логический ход делает и Альтусер, да, то есть он говорит, что идеология – это как бы репрезентация воображаемых взаимоотношений индивидов в рамках реально существующих отношений, социальных отношений. Да, то есть есть реальные условия существования в социуме, да, а вот та репрезентация, то, как сам индивид себе объясняет вот это существование в реальных социальных диспозициях, это как бы и является идеологией, да, вот эта объяснительная модель. То есть в этом есть какая-то неустранимость, да, идеологического вот этого посыла. Вот. Ну, Джудит Батлер, естественно, подхватывает эту историю, да, и показывает нам, как, собственно, вот эта интерпеляция, что такое интерпеляция, да? Ну да. Да, то есть интерпеляция или оклик полицейского рождает, собственно, самого субъекта. Да, то есть основной тезис тут такой, да, то есть как бы до оклика никакого субъекта, собственно, и нет. Да, и на первых вот нескольких страницах она долго и подробно там, в общем-то, ходит вокруг того, что, собственно, первично, там такая темпоральная логика, она пытается ее вычленить, да, что, собственно, в начале, то есть сначала зов происходит, да, собственно, к кому обращается этот самый полицейский или представитель власти, или голос, там, мы можем предельно абстрактно, метафорически мыслить вот эту инстанцию, да, которая рождает субъекта. Либо все-таки предполагается, что есть некий субъект, некое пространство субъективации, да, к которому вот это обращение и идет. Да? То есть зов имени предвосхищает движение идентичности, Батлер говорит. И если есть вот этот зов, если есть призыв к обороту, да, то есть субъект должен обернуться на оклик полицейского. Если есть призыв к обороту, то есть и готовность оборачиваться. Да? Ну и, в общем, долго и упорно она пытается прояснить, что начально, там, что вторично. Хотя, в принципе, как видится, это не столь важно. На самом деле, как бы, в общем-то, есть предположение, что первичен закон, да, первично вот это обращение, да, то есть как бы какой-то установленный порядок, он существует как бы до субъекта. Да, и зов, обращение к субъекту, то, что сопровождается чувством вины впоследствии,
и дарует, собственно, саму эту субъективность. Да? То есть здесь как бы разделить на составляющие, такие составляющие, которые четко очень демаркированы, не представляется возможным. Да? То есть как бы власть дарует нам самих себя. Да? И вот здесь уже возникает один такой сложный момент, связанный как раз с социальной критикой. Ну, собственно, а что? Мы привязаны к вот этой интерпеляции, к этому оклику, к этому подчинению. Да? И коль скоро мы привязаны к нему, да, то есть мы являемся эффектом этого подчинения, то критика, собственно, критика — это форма выражения любви к закону, по сути, да, то есть как бы сама критика может трактоваться как желание подчинения, да? То есть мы можем говорить на бессознательном носит характер или сознательно, но структурно в любом случае вот это желание подчинения присутствует, да, в случае, когда мы критикуем нечто. Ну, в этом, мне кажется, все-таки здесь довольно смелый ход и довольно такой креативный и не задействованный в других социально-критических концепциях. То есть, по сути, если это так, то можно, в общем-то, закрыть вопрос о возможности социальной критики. То есть мы можем говорить о социальной аналитике. Да? Я думаю, не так все печально. Не так уж печально. Но на самом деле здесь нет печали, здесь как раз таки Батлер и пытается выйти в какую-то такую безоценочную позицию, да, то есть здесь она скорее как социальный аналитик, чем социальный критик выступает. Угу. Хорошо. Есть там как бы несколько таких моментов, связанных с таких чисто психоаналитических, может быть, их можно использовать просто как вот, чтобы чуть-чуть, что ли, конкретный феномен разобрать, каким образом работает эта интерпеляция, чувство вины, призыв, там, да, все вот эти штуки, связанные с дарованием субъекта же. Ну, вот если говорить о этих концептах, есть субъективация, есть субъекция. Обычно субъективация используется как процесс получения вот этого статуса субъекта, в таком смысле субъекция — это как раз с точки зрения вот этого полицейского, с точки зрения инстанции, которая окликает, да, то есть субъекция в плохом смысле обычно имеется в виду, в том смысле, да, что как бы субъекция выстраивает из нас там вот определенный тип субъектов, да? А субъективация здесь все-таки мы подразумеваем, что со стороны вот индивида, да, со стороны психического в том числе измерения, да, со стороны вот самого этого окликаемого, да, идентичность разворачивается. Активный и пассивный залог. Можно и так, да. В смысле, я или меня? Да. Субъекция — это когда меня, да, субъективация — это как бы я. Хотя, когда мы говорим тебя «я», зовут, да? Да. Здесь вот эти лингвистические все обращения к лингвистическим штукам очень уместны, поскольку, когда я говорю «я», что я имею в виду? Да? То есть я и есть эффект вот этой интерпеляции. Да? То есть она мне подарила мое «я». Без этой интерпеляции, без этих практик субъекции, собственно, нет моего «я». Поэтому пассивно и активно тут тоже очень условно. Вот, значит, все-таки мы провозглашаем, что закон всегда первичен, да, то есть всегда есть эта инстанция, которая может даровать, без этого дара субъекта, никакого субъекта быть не может. И более того, закон всегда уже нарушен. Да, то есть Батлер говорит, вина всегда безвинна. Да, то есть, как бы, не знаю, здесь я как бы со всех сил стараюсь не апеллировать к этим психоаналитическим штукам, вот, но тем не менее здесь неизбежно это возникает, и где-то Батлер латентно мыслит психоаналитически, не апеллируя к психоанализу, где-то она все-таки вспоминает Лакана в этом тексте. И, в общем, то, что вина всегда безвинна, мне кажется, довольно очевидно, или это развернуть нужно. То есть, влечения младенца пресекаются языком, да, то есть и никаким образом попасть в желание, не будем говорить желание, а вот в эти влечения, да, желание младенца того или иного, да, никакой субъект, заботящийся о нем, попасть не может. Да, то есть язык, с помощью языка эти желания именуются, да, и, то есть наделяются статусом существующих.
Да, но всегда вот этот разрыв есть между влечениями вот этого полиморфного извращенца, то, что Фрейд называет, да, младенца, и тем, как называются его, собственно, вот эти телодвижения, да, крики, стоны, там, не знаю, потребности, да, все это оформляется в языковую какую-то канву, и, собственно, ну, естественно, что никакого совпадения, оно просто как бы имеет смысл генеалогически, да, генетически это проследить, поскольку дальше вся психическая жизнь подчинена именно этой диалектике, да, если это можно назвать диалектикой. Да, всегда уже есть разрыв, да, по меньшей мере между телесностью и языковой репрезентацией. Да, и вот здесь вот эта репрезентация альтусеровская тоже вполне как бы уместна, да, вот когда он говорит о том, когда он понимает идеологию именно как неизбежную попытку объяснить самому себе в воображаемом режиме, субъекту объяснить самому себе реальные социальные отношения. И всегда есть этот разрыв между реальными социальными отношениями, которые, по сути, нам недоступны, как бы, да, видение их, да, и вот эта воображаемая репрезентация. Угу. Хорошо, что касается, ну вот у Батлера есть еще, в общем-то, Батлер еще же и феминистский социальный теоретик, да, то есть прежде всего, наверное, ее так и позиционирует там, в академическом сообществе, и в этом смысле вот выбор субъекта, он, безусловно, выбор субъектом идентичности той или иной, он осуществляется еще и через выбор, ну, можно сказать, выбор пола, выбор гендера. Да, то есть благодаря тому, что происходит выбор в пользу одного чего-то, какой-то одной гендерной идентичности, другая репрессируется, соответственно. Да? И вот этот выбор в пользу одной, репрессия в пользу другой осуществляется посредством механизма меланхолии. Здесь, ну, безусловно, здесь тоже, ну, Батлер вот в этом смысле, она такая отважная женщина, что она пытается как бы одновременно задействовать две сцены, вот, сцену психической жизни и сцену социальной критики, вот этих всех, все, что связано с движениями. То есть, ну, вот в этой социальности такой прям, ну, вот в активистском даже ключе существующей, да, не просто в теоретическом, там, не знаю, как у Лумана, например, да, она пытается соединить, по сути, несоединимое. Да? И, ну, местами где-то ей удается, по меньшей мере, структурные связи вот эти обозначить. Вот. Так, что касается гендера, да, здесь, в принципе, ну, та же логика, мы можем как бы говорить и о любой другой идентичности, хотя мы не можем абстрагироваться от гендерной идентичности, когда говорим, в принципе, о идентичности. Так вот, здесь вот тоже работает этот режим зова, да, именования, интерпеляции и, соответственно, вытеснения чего-то, что не получило именование. Да. И вот это то, что не получило именование, уходя на какую-то иную сцену, существует в режиме меланхолии. Ну и здесь как бы ряд интересных таких тоже психических закономерностей, психических механизмов Батлер выделяет. То есть, с одной стороны, есть, ну, это фрейдовский, на самом деле, за Фрейдом идет фрейдовский механизм оплакивания или скорби, да, печали по утраченной идентичности, да, той, которая не реализовалась. Но Батлер вводит еще и вторую возможность перформативного отыгрывания. Да, то есть то есть вот это разыгрывание идентичности, взятие на себя той или иной идентичности, ну, как бы гендерная теория не секрет, что она как раз относится к ну, такой игровой элемент, да, вот как бы игра разными гендерами, да, она имеет место, да, вот в современной социальной жизни, в попытках описать вообще вот эти гендерные перипетии. Да, так вот, благодаря тому, что какой-то гендер останавливается, да, в своем признании, другой разыгрывается перформативным образом. Да. Хорошо. Что мы еще хотим сказать? Что посчитаем? Угу. Ну хорошо, вот эту мысль можно еще раз проакцентировать.
то есть, как бы, если мы идем за Джудит Батлер, то нам необходимо преодолеть вот это наивное представление о том, что субъект сначала научается чему-то, то есть он сначала вводится в язык, например, в культуру, там, в социальную жизнь, а потом как бы осуществляется какое-то повиновение, да, то есть его потом структурируют социальные практики. Да, то есть как бы здесь Батлер довольно четко нам показывает, что чувство вины субъекту прививается, да, то есть он виноват как бы без вины. Вот, и, соответственно, возникает вопрос тогда, если мы все-таки социальной критикой занимаемся, то мы ищем все время такой эмансипационный как бы, да, мотив нами движет, да, то есть, собственно, от чего освобождаться. То есть, как мы должны, как социальная критика предполагает, что нас не устраивают какие-то формы социальности, которые репрессируют нас. Да? То есть, если так, такая грубая, прямая критика капитализма, то, что называется, да, то мы как бы находим какие-то практики исключительно в социальном устройстве. Да? То есть, там, не знаю, классовая структура нас не устраивает, да, экономическое там, перераспределение, что еще там, отчуждение, там, да, эксплуатация, да, экзистенциального ресурса, например, и все такое прочее, да. Как бы, к чему это вела? А Батлер нам показывает... Про эмансипацию. Да, Батлер показывает, что проблематично, собственно, получить эту эмансипацию, как бы, в общем-то, непросто. Коль скоро вот этот механизм подчинения имеет такой глубинный характер, да, он встроен, в общем-то, в психические структуры. От кого, собственно, вы будете освобождаться, если вы и есть эффект этого принуждения? Да? То есть она совершенно меняет координаты, как бы я не думаю, она не одна в этом смысле, да, то есть, на самом деле такой психоаналитический лакановский посыл здесь очевидный, да, что, собственно, само это структурное нарушение, структурный дисбаланс, получается, что традиционная социальная критика замещает борьбой с более-менее очевидными социальными акторами, общностями и так далее. Да? А при всем при этом этот сам механизм структурно остается. То есть классовая структура может меняться, еще что-то может меняться в социальной жизни, механизм подчинения все равно остается, получается так. Вот. Но в то же время в этом тексте, если все-таки вы дочитали до второй половины, до конца, все-таки читал кто-то? Не успел. Читали? Кто-то дочитал? Смотрели, где-то Мне кажется, мы не развернули тему вот именно формирования этики разговорной речи, потому что еще Мы много чего не развернули. да, мне хотелось бы здесь, если поболее... Подождите, мы до вопросов доберемся, вы пока запомните свой вопрос. Я все-таки, попробую эту возможность эмансипации где-то, по крайней мере, какие-то там светлячки мерцают, да, то есть там Батлер что-то такое пытается наметить, вводя в оборот как раз уже более так явно, вводя психоаналитическую риторику и психоаналитические понятия, и ссылаясь на Младена Далара, психоаналитика, работающего с Жижиком, да, славянской школы. И здесь она с помощью Далара она как раз пытается две стратегии обозначить, альтусеровскую и даларовскую, с тем, чтобы этот эмансипационный интерес каким-то образом сохранить. И по Аврааму тоже так называемая критическая десубъективация, то есть готовность не быть. Да? То есть фактически отказ Откликаться. Отказ от оклика, да, получается? Возможен ли этот отказ от оклика, да, то есть в полной мере, наверное, и Далар не готов признать, что возможно. Тогда нас не будет как субъектов. Другое дело, что субъекта обнаруживают Далар и Альтусер в разном месте, в разных местах, да, топологически разные места. То есть если Альтусер субъекта обнаруживает как эффект интерпеляции, то Далар говорит, что субъект там,
там, в том месте, до которого интерпеляция не добралась. Да, то есть это тот осадок, который выпадает, остается, да, какой-то остаток, остающийся после того, что проделала интерпеляция с субъектом. Да, но это как бы не что иное, не знаю, сколько тут аудитория знакома, кто-то явно знаком, это не что иное, как лакановская реальная, да, то есть невозможно, да, подчинение в полной мере, как бы невозможно хотя бы потому, что есть вот что-то такое, какие-то остатки в сознании, связанные с телесным опытом, который никогда в полной мере языком не может быть репрезентирован. Да, ну вот как бы так при первом приближении, может быть, довольно грубо, но мы можем обозначить, что вот есть такая возможность делать акцент, говоря о субъекте, делать акцент на том, что не подпадает, да, что есть якобы что-то, что под интерпеляцию в полной мере не подпадает. То есть то, что терпит неудачу в процессе интерпеляции. Вот. А у Альтусера, соответственно, вот этот субъект подчиненный, интерпеллированный, позволяет идеологии работать, да, и воспроизводиться, да, вот, в социальной жизни. Угу. Ну и да, мы все время тут вынуждены говорить еще о грамматических каких-то штуках, таких связанных с субъективацией. Грамматика, вот эта грамматика, которая рождает субъекта, именует его, да, ну, даже просто, если мы имена собственные возьмем, это уже именование, ну, или ты там, не знаю, школьник, студент, там еще кто-то, да, то есть вот эти имена ну и вообще любые концептуальные такие попытки концептуально объяснить, кто ты, да, будучи человеком, кто ты, человек это тот-то, да, то есть там гражданин тот-то, да, то есть все вот эти грамматические структуры устроены, работают ретроактивным образом, устроены ретроактивно, в том смысле, что как бы из прошлого, да, вернее из будущего, да, из будущего они объясняют прошлое. И в этом смысле, ну, здесь начинаются уже такие тонкости, конечно, и такие очень несимметричные расхождения, в частности, у Далара и у Альтусера. В этом смысле саму грамматику можно трактовать как вот эту материальность как раз, да, то есть вот материальность идеологических аппаратов. Да? Вы говорили, наверное, что Альтусера, ну вот он использует паскалевскую эту формулу: поставьте меня на колени, заставьте молиться, и я поверю. Да, то есть вот эта материальность в этом смысле, да, если я что-то делаю, как бы, да, ритуально вот, воспроизвожу, то, собственно, идеологическая составляющая, она автоматически подключается, ну или какая-то мировоззренческая, там, скажем. Ну, вот Далар, как бы, может быть, где-то усиливает, где-то, может, какое-то смещение логическое производит, говорит, что материален и сам язык, да, вот этот язык, который буквализирует, который называет субъекта, да, призывает его, как-то объясняет, это по сути такой отчасти пустой ритуал. Да, и вот этот пустой ритуал материален, да, так как у материальной вот эти практики у Альтусера. Вот. И таким образом есть вот эта материальная составляющая, вот эта буквализированная речь. А с другой стороны, психоанализом провозглашается, что другой, как символический порядок, он не материален, да, не материализован. Да? Хорошо. Какое здесь нам нужно следствие вывести из этого всего? Значит, да, продолжим тогда все-таки эту психоаналитическую линию. Значит, в случае с субъективацией в рамках психоанализа речь, мы как бы не можем обойтись, наверное, без этого самого первичного объекта. И первичный объект, насколько он там значим, заполоняет психическое пространство, интроицируется им, настолько он и утрачивается, да? То есть как бы он в психическом измерении, по сути, существует в качестве пустоты, в качестве всегда утраченного, да? И при этом он идеализирован.
Да? Ну вот как бы поскольку, да, я изначально чуть-чуть раньше сказала, что искать этот эмансипационный интерес можно вслед за психоанализом на той сцене, которая как бы не подверглась интерпеляции, да, то мы как бы вот неизбежно имеем дело тогда вот с этим первичным объектом, и который утрачен и идеализирован одновременно. Вот. Насколько это действительно возможность, это на самом деле вопрос. И эта возможность вот этой работы с первичным объектом, утраченным и идеализированным, это как раз практика любви, да, о которой говорит Далар и Джудит Батлер вслед за Даларом, которая, по идее, должна быть альтернативна вот этой практике интерпеляции. Да? То есть если искать этот интерес эмансипационный, то, видимо, вот в пространстве любви, отсылающее нас вот к этим всем перипетиям, связанным с первичным объектом, со стадией зеркала лакановской, вот. Но не на сцене, да, где всегда уже разворачивается интерпеляция, где субъект всегда уже подчинен. Да, и если мы остаемся только на этой сцене, связанной с интерпеляцией, то и пытаемся занять именно на ней критическую позицию, то по сути мы провозглашаем необходимость самоотрицания. Ну, как бы тут коллапс как бы такой. То есть я критикую сам себя, я сам себя перечеркиваю, собственно, а что? Ну, как бы, да, основная, как мне видится, заслуга Джудит Батлер, что все-таки она делает акцент, ну, вводит, по крайней мере, еще вот это другое измерение, психическое измерение, в которое возможны какие-то иные перипетии, связанные с эмансипацией и с логикой отношения к первичному объекту, ну, и так далее. Вот. То вся вот эта сцена, на самом деле, там гораздо сложнее еще, то есть вся вот эта сцена работы с первичным объектом, она как бы может отражаться, как в зеркале, да, отражаться и в социальной, или перформативно отыгрываться, еще точнее, и в социальной жизни, да, то есть нет такого, что вот эту сцену мы покинули, да, социальную, в которой коллапс социальной критики нас ждет, перешли в эту область любви и работы с первичным объектом, и все хорошо. Нет, естественно, что эти две сцены структурно связаны, и связаны они, да, могут быть, ну вот кроме как, не знаю, вот этой логики меланхолии, другую мне сложно здесь предложить с точки зрения Батлер, да, вот она использует меланхолийный механизм с тем, чтобы объяснить, какова эта связь. Если что-то мы вытесняем, утрачиваем, мы это оплакиваем, да, как бы проработка вот такая возможна. Либо перформативное отыгрывание, то есть когда мы не знаем, да, ну, как бы формула, которую использует Батлер в этой книжке, часто она там всплывает, он не любил, не терял. Как бы, да, то есть вот, ну, у Фрейда же, в отличие от скорби, меланхолия как раз вот этой формулой описывается. Да? То есть если мы не помним, мы не знаем, да, что именно мы утратили. Да? Поэтому мы и не любили. Да, как бы. И, соответственно, это как бы вот это, ну, как бы, да, это пустое пространство без памяти, как бы, оно является таким своеобразным слепым пятном, как условием возможности видимого, да, то, что действительно разыгрывается на социальной сцене. Да, то есть на социальной сцене разыгрывается, по сути, то, что явилось условием, что, вернее, явилось следствием, да, того, что мы что-то вычеркнули, да, ну, назовите как угодно, вытеснили, вычеркнули, отрицали там, и так далее. Да. Ну, как бы это лучше всего, конечно, вот на гендерных этих штуках проясняется. Ну, может быть, я не знаю, может быть, мы дальше перейдем к какому-то режиму. В этом есть смысл, да? Что? Взаимодействие в этом есть смысл. В чем? Ну, вот в том, что сейчас последние 3 минуты было. Ну, если честно, я таки не понял. Что именно не поняли тогда? Как связаны эти две сцены? Как то, что потеряно, является условием проявления чего-то социального. Ну, как в физике слепое пятно. Ну, то есть условием возможности того, что мы видим, является то, что мы что-то не видим. Память так работает тоже. Мы же как бы именно благодаря механизму забывания мы что-то помним. Мы не можем помнить все. Вот. То есть таким образом и... Да, то есть перформативный механизм у Батлера, по крайней мере, ну, здесь я точно не перебираю, она как бы вот именно так его видит. То есть, по сути, как бы мы можем рассматривать, например, вот
то, что мы разворачиваем на социальной сцене, вот эту всю борьбу классов, в конце концов. Всегда же есть конфликт. В социальной жизни как бы вот конфликт – это одна из важных составляющих. Вот эта агрессия, по сути, это эффект как раз того, что что-то, вот этой формулы «не любил, не терял». Это по сути, формула отрицания психического, да, и тоска по вот этому утраченному. Да? Это тоска, которая в полной мере не может быть осознана, и агрессия – это эффект как бы вот этого горя, что ли, да? Вот утраты этой, да, которая разворачивается на социальной жизни, в социальной жизни, да, на этой сцене. Да? Да, здесь есть такое определенное короткое замыкание, что ли, да, как Джожик бы сказал. Я не знаю, да, может быть, еще какие-то вопросы позадавать, я вам проясню. Нехватки. Что? Обязательно утраты или нехватки? Потому что я помню тоже вот это, если говорить про желание, то это, вернее, всегда не... По сути, здесь одно и то же. Нехватка и потеря. Да, Нехватка, просто да. разница есть все-таки смысловая. Конечно. Нет, как разные процессы. Вот в случае с меланхолией ведь забывается сам объект утраты. Мы не знаем, что мы утратили. Да? В отличие от печали, например, то есть когда я сознательно отказываюсь от гомосексуального выбора, например, в пользу гетеросексуального, это одно. А когда я не помню, что именно, от чего именно я отказываюсь, и выбираю что-то... У меня должна быть меланхолия по этому поводу. Она не должна быть, она есть. Она есть. Какая меланхолия? Но я не могу говорить о вашей психической жизни так прицельно, но это структурный механизм психики, он есть у всех в той или иной степени. Мне кажется, это немного притянуто за уши. Вот то, что касается... Понимаете, да, мы вступаем здесь на скользкую территорию, где бессознательные механизмы работают. И, конечно же, естественно, вы будете говорить, отрицать, какая ерунда. Я тоже, например, например, гетеросексуальный субъект. Поскольку я субъект изощренный, психоаналитический, я прекрасно могу себе представить, чего мне стоило отказаться от гомосексуального выбора. Да? Это психические механизмы. Это похоже на формулу Паскаля. Вот эта интерпеляция. Сам себя загоняешь в меланхолию, потому что... Поверьте, никто себя не загоняет. Ну как же? Вы же говорите, я искушенный судья, там могу представить... Нет, так это не происходит. Все наоборот происходит. Ты глубоко переживал свою собственную смерть? Пока не В прошлой жизни. Но значит, у тебя нет того опыта, который тебе позволит оценить утраченное. Вот все. Оскорбления какие-то. Я это испытал лет 14. Я представил себе свою смерть, и я это очень глубоко пережил. Если ты не имеешь этой практики, тебе очень сложно понять утраченное. То есть, здесь говорят о таких глубинных вещах. А ты пытаешься вывести какую-то... Которая мне недоступна. Я не знаю. Глубина, которая мне недоступна. Да? Это ты хочешь? Причем, слушайте, что... Она так с кондачка недоступна. Это здесь нужно мыслить структурно. Вашу никто не заставил. Это вы сами переводите на свою психическую жизнь. Вы хотите сказать, что у меня этого нет, значит этого нет. Мы сейчас говорим о структурных вещах. Логика. Нужно понять логику, как это работает. Логика же такая. Если это теория, то она применима ко всем. Да, применима, но она не применима таким образом, что если вы соглашаетесь, вы должны психологически с этим согласиться. Тут логика же не так работает. Когда на ногу падает камень, да, то тут это не моя работает. психология, согласие мое тут не играет никакой роли, да, или когда я падаю там со стула. Слушайте, ведь давайте не будем внедряться в это. Альтусера вспомним, посмотрите. Что всякий субъект, и вы в том числе, можете обнаружить, что где-то вы что-то репрезентируете, а что-то остается действительно существующим. То есть вы всегда способны разотождествить идеологию и просто социальную жизнь. Так это из той же серии. То есть здесь точно так же вы что-то меланхолийное не можете увидеть просто потому, что вы не в состоянии. Вы слишком, идентичность ваша хорошо сформирована, да, вы слишком в той идентичности, в которой вы сейчас есть. В твоем кирпиче никто не будет ее разрушать, поверьте, никому это не нужно. Но это не значит, что нет каких-то психических механизмов, которые вам не видны сейчас, да.
которое с очевидностью есть. Для того, чтобы выбрать пол, нужно отказаться от другого пола, но это же очевидно. То есть все в этой ситуации побывали. Короче говоря, ты там, где наступил Конечно. психоанализ, ты поплыл, а тут все пронизано психоанализом. Это просто-напросто не твоя тема. Просто Я такое хотел спросить, странное. все хотел уточнить. Ты просто. видишь, Это как абстрактная, как цифра 0, да, вот абстракция 0. Чего именно нет, да? Так вот, Да, но за этим стоит очень обширный клинический опыт того же Фрейда. То есть меланхолики, вот так вот никто из нас не придет просто так, а давайте мы найдем что-нибудь меланхолийное во мне. Это тяжелое заболевание, человек по необходимости приходит, и, естественно, именно из феноменологии самой работы с меланхолийным субъектом, эта вся теория и вырастает. Мы можем ее принимать, можем не принимать. да, ваши канвы, да. Я так общую канву какую-то обрисовала, да, может быть, Игорь. Нет, я хотел уточнить по Да, поводу уточнение. первичного объекта, потому Мгм. что там в тексте это прямо не поясняется. Это вот как раз то, что остается, ну, в смысле, то, что остается, то, что не схватывается символизацией, Да. интерпеляцией. Да. Да. То есть это в смысле, как это, ну, как это к субъективации привязать. То есть, можно как-то конкретизировать, что является первичным объектом? Материнская грудь, например, является А. первичным объектом. И никто, в общем-то, в здравом уме не претендует на то, чтобы ее... собственно говоря, даже и на груди Иметь. можно и первый вздох, ты обречен подчиняться закону природы, дышать. Нет, Иначе- первичный объект всегда сексуализированный объект. Своими законами А природы. если Кривицкого мама хочешь может, если цветочки? Нет, я здесь Всё равно объект. сугубо Это в тоже контексте первичный закона, который появляется. То есть Упала это то, что голова. дарует, ну то, что это как бы на грани вот телесности и То есть бутылочка Перехода. отношений тоже как бы как тема? вот в том-то и дело, что надо мыслить формально этот Ну, первичный объект, да, трудно. потому что у нас То, что доступа не к нему факт. нет, мы не можем обнаружить. Ну, то есть, как бы, это та история, это доэдипальная та история, когда у нас нет никакого языка, никакого названия там, для того, что происходит, собственно. Но при этом мы, как бы, отними у нас этот первичный объект, и мы умрем, как бы, да. То есть, это то, что, где слипается, по сути, потребность, влечение, желание, да, вот, да, то есть, как бы, Это и есть телесное, собственно. телесность, говоря. да, по сути. Первооснова, а ты говоришь, что я не в тему. Вот читаешь не так. Причем тут законы природы? Ну, Не потому что природа. изначально, как мы подчиняемся, вот когда младенец тянется к груди, он подчиняется некому закону природы, телесному закону. Опять закон природы. Так. Нет, мы говорим о психическом здесь, А. и в психическом все равно на этой сцене психической каким-то образом это представляется. Другое дело, что у нас нет ресурсов, мы уже вышли из этого рая, как бы, да, и мы не можем как бы концептуально в полной мере объяснить, да, эту связь объекта, то есть и того, кто станет субъектом. Да. Поэтому, да, это навсегда утраченная штука, да, и идеализированная, да. То есть это даже не штука, а как бы не объект немножко, а процесс, да. То есть то, что как раз запуск вот этой психической жизни и начинается, да. То есть он же начинается как? Объект интроицируется вместо объекта. Утраченный То есть сначала был объект, собственно, допустим, материнская грудь, а потом имага объекта, да, образ объекта, да. И этот образ объекта помещается в психическое пространство, но это на самом деле не так, это я очень грубо утрированно говорю, чтобы вы поняли, да, и сама эта интроекция, вот это оборачивание на себя объекта, это по сути уже имага объект, это не сам объект, и само пространство организует одновременно. То есть если бы не этот оборот, да, не было бы то, что мы называем психической сценой или психической жизнью, как бы, да. То есть это как бы, дальше это все раскручивается. Поиск этого утраченного объекта, это и есть вот это движение психической жизни, которое и при этом мы никогда не будем, мы его никогда не обретем. И идеализация. Вы правда думаете, что с помощью этого можно кого-то вылечить от меланхолии? Вот я Нет, щас тут про речь глубокую не идет о депрессию. лечении. От меланхолии можно вылечить только найдя язык описания для того, что происходит. Меланхолик не знает. Это утрата утраченного. Да? Он не помнит, что именно он утратил. Поэтому у него нет языковых ресурсов. Отсюда коллапс психической жизни. Отсюда она схлопывается. Да? Он этот механизм не осознает. Ну, это фрейдовская, да? Ну да, но Батлер здесь прямо Потому что есть напирается. там как бы сейчас, там, я читал просто критику, Мгм. этой вот меланхолии по Фрейду, то есть
что это, в общем-то, не меланхолия, это именно как раз неспособность субъекта понять, что же изменилось в отношении с другими, и почему это отношение приносит ему разочарование или повергает его в меланхолию. То есть, собственно, процесс... Критика где? Ну, критика заключается в том, что проблема не в меланхолии, а как раз проблема в том, что человек не... Ну, Так это и есть меланхолия. Это просто называется меланхолией. Что Поэтому- человек не понимает, Ну, правильно. кого именно или что именно в утраченном он утратил. Это очень манипулятивная штука. Ты тут не можешь никак ничего провернуть. Что бы ты ни сказал, это все ложится в... ложится через мягкий знак. Так, Ложимся. Да, ну просто прикол в том, что интеллект у Фрейда посильнее, чем у Так получилось у критиков. Он уже предусмотрел все это. все ходы просчитаны. У Павла был Да. вопрос, пожалуйста. Да, я постараюсь сейчас настроиться на ту терминологию, которую все-таки задала Джудит Батлер в этой работе. И все-таки я хотел бы проследить вот в течение этих 4 лекций разворачивание социального поля, так, и то, как мы пришли к психоанализу именно вот в ее работе. Все-таки мы рассматривали переформатирование все-таки субъекта, под воздействием прессы, скажем так, власти и ее, ну, скажем так, какого-то воздействия, если говорить таким языком. Все-таки вопрос. Именно под вот таким агрессивным давлением переформатируется под Джудит Батлер именно личность, и, скажем так, она подчинена определенным логическим законам вот в этом случае. И, ну, скажем так, та потеря идентичности, которую вы акцентируете у субъекта, как потеря, не формирует ли вот это вот субъекта, ну, скажем так, как в социальном поле, как равного всем остальным, ну, скажем, как-то выразиться лучше, в знаке какого-то равенства. То есть к равенству или какая идея? Ну, поскольку потеря Равенство. идентичности, она потом формирует, ну, как бы, Я, формируется под во-первых, воздействием я не какого-то общего согласна языка. с вашей интерпретацией, что речь идет о потере. Где же она потеря? Тут нет. Тут как бы жесткое дарование, тут такое насильственное дарование. Как бы, да? Где Переформатирование все-таки дарование, это все-таки новая какая-то идентичность. Почему новое? Непонятно, Она единственная вообще, в принципе. Ну, оклик, ну, то есть механизм один и тот же, именование. В основе идентичности лежит именование. Язык, да. А где потеря? Потеря, может быть, вы имеете в виду то, что вот этот остаток, да, о котором Далар, да, и Батлер вслед за ним, да, вот этот осадок. Но о равенстве кого? Перед кем? Перед чем? Субъекты перед государством, перед прессой. То есть государство и субъекты равны? Но я все-таки рассматриваю вот разворачивание социального вот этих 4 лекций. Просто инстанция, которая подавляет, она переносится, Батлер, получается, внутрь. Она структурно, она встроена в самого субъекта. Да? То есть в отличие от других теорий, где инстанция как бы вынесена вовне. Ну, даже если мы говорим о порядке, о социальном устройстве, об институтах, вот институты так-то организованы, это все равно некоторым образом мы овнешняем, да, вот этот источник давления, власти, подчинения и так далее. А Батлер нам показывает механизм субъективации, в который всегда уже встроено это подчинение. Иначе субъекта не бывает. Вот. Поэтому переносится акцент, вопрос заново ставится.
от кого или от чего освобождаться, собственно, да? Кто является этим носителем. Явно уже, если мы становимся на позицию Батлер, явно это не какие-то институты буржуазные, которые неправильно устроены, не классовая структура, там, не какой-то внешний источник. Насчет равенства не уверена, что, да, возможно равенство в том смысле, что все субъекты проходят через эту стадию, как бы, да, нет каких-то субъектов, которые изначально, как бы, вот, им субъективация далась легче, и поэтому они, как бы, на вершине, там, пирамиды, да, у власти, там, или как-то распределяются в их пользу, там, не знаю, экономические блага. Нет, конечно, это не так. В этом смысле, как бы, да, все подчинены, ну и все равны тогда уж. Откуда чувство вины такое? Вот, а почему он оставил это решение? Это очень трудный язык. Извините, может быть. Чувство вины. Хорошо, я пытаюсь объяснить. Откуда оно появляется вообще? Потому что язык в любом случае, и именуя, язык это и есть процедура именования, его разворачивания, он репрессирует, репрессирует те желания, влечения, которые не называет. Да? То есть, да, и как бы, они, в общем, да, если все-таки следовать этой логике, что в осадке что-то остается, какие-то влечения, не будучи названными, безусловно, к телесности отсылающие, да, они, безусловно, как бы есть чувство вины за них, как бы, да, то есть они, то есть это тот же механизм, что что-то, как бы, будучи что-то названо, как бы, да, что-то осталось существующим, как бы, вот в неязыковом каком-то обороте, да, но оно не, то есть это как бы, Я понимаю, это отражение меланхолии по Болу-Териному, да, неизвестно, может, это такое. Просто если переводить Альтусера, например, там, в текущей ситуации, да? Понимаете, как бы и вот сам призыв, даже с точки зрения просто призыва, вы всегда должны на него откликаться. То есть ваши влечения неправильно, как-то они всегда неправильно обозначены языком, а вы должны уже соответствовать этому названию. Да? И чувство вины от того, что как бы на самом деле вы не чувствуете этого. Здесь да? предполагается, что субъект, который интерпелирует, он один, да? Нет. Как нет? Интерпеляция осуществляется через язык в культуре. Да, но я недавно читал статью про то, как из деревень уходят служить в армию бывшие школьники, да, подростки, молодые люди, да? Но и там ведь тоже же у него вопрос, на какой отклик он отзовется. Да? Он пойдет в армию, да, и станет солдатом. Или он там пойдет учиться, да, станет студентом. Или он останется в колхозе, да, там, и будет механизатором, да. Это же тоже, это же не один оклик, это же его там, система окликов, да, целый клик стоит. Да, и он уже выбирает, кем он, будет. А потом он не сожалеет о своем выборе? Это уже... Он не испытывает чувство вины? Думаю, да, сожалеет, уместный вопрос. Какой-нибудь, да, такой момент, когда будет пить. Глубже смотри, это не механический процесс. Тебе говорят о психологическом процессе, как это отражается социально, вот это воображаемое. Да, если это субъект... притянутое за уши рассуждение, что у меня обязательно должно быть чувство вины о том, о чем. Ты не осознаешь это чувство вины, в этом вся фишка, а потом депресняк. Каждый раз, делая выбор, ты что-то репрессируешь в себе, понимаешь? Каждый раз, выбирая из двух женщин, одну из них ты в себе репрессируешь, и по отношению к ней ты будешь испытывать чувство вины. Кто такое сказал? Я не знаю, это как на пальцах уже Не надо объясняю. на пальцах, просто это притянуто за уши совершенно штука. Ты же можешь не осознавать это чувство вины, но оно присутствует. Что... А тебе об этом говорят, что эта вина невинна. Вот мы пытаемся... Господи, что такое? Можно другим языком, совесть. Бесполезно. Это школа методологии. Обычный язык. У нас все-таки это серьезная тема. Это максимально научно. Почему в этом споре нет желания подойти Вы максимально всем упрощаете за то, что они тему. говорят? Максимально упрощаете тему. Не надо.
Попытайтесь все-таки настроиться на этот научный... Ты вот сейчас не испытываешь чувство вины перед нами всеми. Можно я скажу? Я закончу свою мысль. Так, да, Давай. пожалуйста. Мы пытаемся социальной критикой эмансипироваться, да, от практик власти. А вот то, что сейчас происходит, вот это вот навязывание чувства вины, это как раз вот это вот и есть вот это вот навязывание каких-то вот непонятных... Чувство вины вам как раз навязывает ваша власть. Не навязывает мне власть моя чувство вины. Мне Эдуард сейчас навязывает чувство вины. Что я сейчас... Я тоже у меня должен Вы появиться... налоги заплатили? Нет. И что, у вас нет чувства вины? Когда ты был маленьким и кричал, чтобы тебя покормили, ты навязывал свою власть матери. Это Замечательно. Это изначальное состояние, когда ты что-то кому-то навязываешь, изначально порождает ответное чувство вины. Это чувство вины. Если ты его не можешь вычленить изнутри себя, это, скажем так, твоя просто упрямая установка не признавать своей вины. Но не имеет отношения к той вине, о том вине, которое мы пьем. Вот и все. Не знаю законов, где тебя нет. Так, Эдуард, мы тебе Дело в поняли, том, что да. закон первичен. Но вот закон всегда уже нарушен, Джудит Батлер говорит. Символический закон. Вы не тот, который у вас в законодательстве белорусском прописан. Мы же абстрактно мыслим. Символический закон. Если нет закона, нет культуры, нет субъекта. Все, животный То есть мир. правила жизни вообще, которые... Закон как бы отделяет нас от природы, от животного, от способов, там, не знаю, дефекации, еды и так далее, производящихся в животном мире. Ты утратил Все это свободу момента репрессивно. Все эти практики телесные, они глубоко репрессивны в человеческом сообществе. Сам по факту рождения это И вы подчинение. всегда виноваты, как бы. Ну, я уже не буду приводить. Ну, вы виноваты, потому что вы этого когда-то не делали, а вас заставили посадить на горшок. В конце Тебя же никто не концов. спрашивал, тебя родили, и ты Это теперь мучаешься психическая под ошибка. чужими законами. Везде подчиняешься законам. Это не печально вообще? Не, подождите, дайте я немножко упрощу ситуацию. Я пытаюсь погрузить в меланхолию. Не надо упрощать. Вы же просили Нет, ну упростить. тут речь о чем? То есть мне это напомнило одну ситуацию у меня на лекции. Я, по-моему, это давно заочником читаю лекцию, там что-то им рассказываю про там, мифологическое сознание, да, там что-то такое. Да, и тут, значит, с задних рядов амфитеатра я слышу такой голос: «А откуда вы знаете?» Да, ребята, это все притянуто за уши. Вот. Я части как бы... Мифологическое сознание, это тут я спорить не Но буду. мне очень понравилось, Галина, вы все Нет, упрощаете. тут просто как бы, о чем идет речь по большому счету. Вот есть сложный текст Батлер, за ним стоит еще более сложный психоаналитический контекст. Я поэтому Галю пригласил, да. Вот, поскольку она в этом контексте разбирается, позволяет как бы его, ну, этот текст его куда-то поместить. Вот, потому что, ну, то, что мы там, хотя вот в этой части текста там Батлер не жонглирует этими, да, психоаналитическими всякими терминами. Там она больше Вот, к режиссеру обращается. Да, но по крайней мере он так хотя бы так на уровне здравого смысла даже тоже, в общем-то, как-то воспринимается. Ну да, есть психоаналитическая практика, да, есть там то, что нам психоаналитики рассказывают про бессознательное. Мы это не можем обнаружить просто так на уровне обыденного опыта какого-то. Да, и принципом верификации и фальсификации, мы тут недавно имели беседу в очередной раз с Маскевичем, не работает в случае с психоанализом. Ну, Это не чистая работает, теория. да. Это, ну, теория — это креационистский Нет, жест. дело в том, что я на что Фрейда, хотел Лакана обратить и внимание, Батлера. почему вот ценен именно. Можно ли этой теорией пользоваться? Вот, Как угодно, хотите пользуйтесь, можно, хотя можно. никто же вам не запретит и не навяжет. Я согласен, но вопрос в том, смысл использования этой теории. То есть теорику, на которую... А какой смысл вообще в использовании теории? Ну, Дима, тут Как и просто любой простая другой. вещь, да, сейчас, один Ну как момент. любой другой? Как Ну люди это в живут? реальности разворачивается, просто это не ваша реальность, возможно. Я Ну, просто... так, Нет же никакой как я общей проверю реальности. теорию, если она... Я же вам объясняю, что принцип фальсификации и верификации попперовский в случае с психоанализом не работает. Это другой Почему тип говорили, дискурса. Это не научный тип дискурса, когда вы проводите эксперимент и 75 раз одно и то же повторяете, и тогда делаете вывод, что да, это так работает.
Так это в психоанализе не работает. Психическая жизнь так не проверяется. Пока тебя за твои же деньги не заставят поверить в то, что ты чувство Ну, как вины, минимум, ну, да. Вот именно, что именно в психоанализ никого заставить прийти нельзя. Вот в этом же и прикол. Это вот и есть ваша вот Человек реверс не такой. хочет, да. Да, человек не придет и не принесет, он пойдет пропьет эти деньги, купит что-нибудь в конце концов. Вот такие странные, мне все время нравится вот это вот представление о психоанализе, что просто загоняют туда вообще палками, вот этот анализ, и берут деньги из кошелька. Сегодня в социальной теории, ну или в социальной науке, без психоанализа уже никуда. По большому счету тебе дают ракурсы. Мы говорим об Альтюсере, у которого не существует никакого психоанализа. Хотя и у Альтюсера существует, он же ссылается на Фрейда. Он ссылается, Воображение но до Фрейда. это у него, так сказать, ремарка, да? Но когда развивается тот же Альтюсер или Джудит, они развивают, то получается, что все гораздо глубже и упирается действительно вот в эти вот понятия состояний, в которых мы находимся, от телесного, когда мы еще как это называется, не субъективировались. Мы поняли. И ты этого просто не хочешь увидеть, что теория... Я очень хочу это увидеть. Ну смотрите, я могу вам понимаю, как меня рассказать. это мотивирует. Я не знаю, как тебя можно научить, если ты чего-то не чувствовал. Это и есть. Невозможно научить любить, если ты это не любишь. Ну как? Коллеги, давайте по очереди, а можно я? Я просто вставлю свои 5 копеек, чтобы тоже не возникало там этих дополнительных вопросов. Дело в том, что психоаналитический дискурс является одним из критических дискурсов. Да? Ну, скорее как, по определению аналитических, да. Ну, он Но в критический. том числе и тот дискурс, который работает на эмансипацию. Да. Вот. А с какого-то момента психоанализ перестает быть сугубо терапевтической практикой. Вот. Ну, я так понимаю, после Лакана, наверное, да? Вот. А становится интеллектуальным искусством. Да? И чем в этом смысле нам может быть полезен, да? Ну, психоаналитический вот этот вот дискурс, да, вот эти вот рассуждения такого типа, как одна из интерпретаций интеллектуальных. То есть понятно, что это особый смысловой мир, что туда просто так, как бы, ну, Со свиным рылом. да, сразу вот так вот с места. Я был мягче. Да, поэтому я просто, ну, Дима, если, как бы, ну, есть с этим сложности, просто вот сразу можете вина, да, воспринимать это вины. просто как А смотри, покраснела. Говорит, я не испытываю чувство вины. Не знаешь, что такое. Красный сидит весь. А почему ты решил, что это чувство вины? Я тут, Стыд и вина вообще-то всегда через запятую идут. я просто как к этому правильно относиться. Галя нам какую-то картинку рисует. То есть, если мы ее не понимаем, это наша проблема, как бы, вот. Ну, точно так же, Ты сейчас сам человек себе смотрит на стыдишься, какой-то что ты там не видишь эту черный картинку. квадрат, да. Это нормальная практика. Ты уже почти в меланхолии. Переживай глубже, глубже, не отмахивайся. Глубже, испытай катарсис. И ты будешь счастлив до оргазма. Я тебе говорю, классная штука. А Просто- Галина как раз хотела пример, да? У Джудит Батлер, нет, это не у Джудит Батлер, это у Лакана есть понятие, и Батлер здесь, да, по-моему, в этом тексте есть все-таки, упоминает стадию зеркала, да, она как бы немножко симметрична с этим окликом как раз-таки, да, и, ну и у Лакана тоже есть голос, это тоже объект, вот этот объект выпадающий в осадок, не символизируемый, он и голосом может быть. Да, ну там вплоть до того, что это вот стадия зеркала, это еще всегда связано еще и с оборачиванием. Ну, стадия рассказывать про стадию зеркала тогда уже. То есть, по сути, на Да, не стадии надо. зеркала в психике рождается социальное измерение. То есть само это разделение, очень условно, на психическое и социальное, оно эффект стадии зеркала. Да, когда ребенок разотождествляется собственным образом. Да? То есть, с одной стороны, разотождествляется с ним, увидев себя в зеркале, а с другой стороны, интроицирует его. Да? Вот эта интроекция происходит, это имага, это и все, как бы, и пространство психическое задано. Но кто этот, кто в зеркале? Это я или это другой? Это и я, и другой. Как бы, да? И вот это нарциссическое расщепление, и все. И я как бы себя другого хочу все время встретить в других людях. Все, это уже социальная сцена, как бы, да? Но она без отрыва от психической не существует. Классический театр. Для него на пальцах. У меня есть Классическое равенство. две других интерпретации. Да? Первое, это я про интерпеляцию услышал
у анархистки Мария, я не помню, как ее фамилия, да, она вот... Вот мы, кстати, в прошлый раз вспоминали. Да, вот она рассказывала, с как этим вот, казусом тоже. да, про эмансипацию как раз через вот эту, через интерпеляцию, да, то есть про подрыв вот этих властных дискурсов. А вторая, вот, что мне пришло в голову, когда я читал про интерпеляцию, это как раз интерпретация через Лумана, через его теорию социальных систем. Что там есть такая операция присоединения, и как раз вот это вот отклик, это как раз, я не знаю, почему чувство вины, да, но как раз вот эта вот интерпеляция, это обуславливание вот этого вот автопоэсиса элемента системы, да, то есть человек через вот этот отклик становится элементом системы, на которую он откликается. Ну или если не откликается, то не становится, да. Ну то есть как, вот это как-то более, ну... Ну, Альтюсера же то самого, там же с полицейским, к полицейскому прямая отсылка. Эй, ты, когда на улице кричит полицейский, большинство все. прохожих, да, оборачиваются на призыв власти. И в этом уже есть чувство вины, даже чисто эмпирический факт вот этот говорит о том, что ну, мы вздрагиваем, да, хотя мы знаем, что мы ничего не делали, но мы как будто предполагаем, что нас могут в чем-то обвинить. И это не случайно, это не просто совпадение такое, да, теории здесь и вот этого эмпирического факта. Вот вам эмпирический факт. То есть оклик как не что-то такое чисто механическое, что включает вас в социальную жизнь. Это так тоже, да, безусловно, это есть составляющая. Но есть и аффект. Без аффекта вы не можете в полной мере включиться. Да, то есть, ну, чтобы пойти в школу, нужно, чтобы коленки дрожали, там, бояться, там, трясти вот так цветочек нести, да. Ну, есть этот момент, ну, волнение какое-то, да, эффект все равно сопровождает вхождение в социальную В точном мире, чем больше вы социально... Если ты эмоционально не вовлечен в социальное, то тебя в социальном не существует. Да, я боюсь, что и вовлечься-то нельзя, если нет То есть, в никакого. принципе, нужна золотая середина. То есть вот как раз, да, здесь меланхолия ваша и проступает. Я вот всё-таки Нет, ну сейчас ты уже нормально погружен в нее, глаз стал печально, Эдуард, нормально. Эдуард, Модерация. я вот все-таки в оставшееся время хотел про вот некий потенциал эмансипации поговорить, потому что, ну, Батлер нас так или иначе, она там, как говорит, вот направление мышления может быть такое. Она приводит цитату Агамбена, там, значит, опять же, там, про возможность, да. Я могу просто, да, я просто, что, ну, действительно ли, нет, я в смысле пока не объяснение, да, а самого вопроса. Поскольку мы, как мы понимаем, ну да, в общем-то, как вот этот вот психоанализ нас как это отчасти замыкает вот в некие вот эти вот постоянные там противоречия, да, и бинарности, то есть, ну, как бы всякие, да, всякого рода амбивалентности вот эти, да, когда вот там нашел, а не нашел, потерял там, а там, да, еще там чего-то, да, и там одно другое обусловливает, да, там и так далее. Тут есть субъект, тут нет субъекта, как бы, и так крутись как хочешь там, да, вот. И в этом смысле, да, не очень понятно. Ну, то есть из одного и того же следует, в общем-то, какой-то там потенциал, как это, или, ну, там, условно говоря, ну да, вот как бы само, вот это вот, как-то, сама субъективация, да, поскольку она одновременно, как вот мы говорили, там, и субъективация, и субъекция, да, там есть и то, и другое. Вот. И, в общем, какой контекст, там, какую ситуацию не возьми, так или иначе, там это реконструируется, да? Вот. Но Батлер же сама, я так понимаю, она все-таки в какой-то... Еще активистка такая. Да, она в какой-то освободительный эффект верит. Да, вот я и хотел спросить, Гала, ты знаешь вообще? Наверное, тут со мной проблема. Я как бы в этот весь активизм как бы не могу включиться. Ну, когда мы берем вот этот случай простой, который тоже в прошлый раз вот Дима приводил, что, ну, анархисты думают, что надо просто не откликаться на зов, но я как полагал, что это не выход. Это вульгаризация. Они говорят про другое, они говорят про подрыв как раз вот этого властного дискурса. То есть вот оклик будет в том, как ты будешь обращаться вот на коленках с чувством вины, да? Или ты будешь этот дискурс подрывать. Ну, с альтернативным то есть дискурсом. Согласно социальной теории, если ты игнорируешь дискурс, ты в нем уже участвуешь. Да, совершенно верно. Вот хороший ученик вырос. Да, Терен, да. Не игнорируешь. Проникся психоанализом. Игнорируешь, значит отвлекаешься. А что, я сразу скажу, самый любимый преподаватель Да. Галя. Вот, Ну и спасибо. что?
Так вот, да, любое отношение к оклику – это уже реакция. Да, реакция. Но просто реакция может быть разная. Может Так, быть, чем-то все, виноват. вы реакция, да, вы зависимы от оклика. То есть это не акция, это реакция. Какая здесь эмансипация? Ну, то есть... Ну, на самом деле, вы можете, наверное, в этом видеть эмансипацию, я не против. Просто что, да, Станет легче. что надо как бы, ну, просто понимать механизм. Я, например, вижу единственный эмансипационный потенциал, я вижу только в нюансировании теории. Ну вот чем больше возможностей там вслед за Джудит Батлер, потому что их довольно много, мы не все обозначили, вот как бы прописывает. То есть чем сложнее механизм вот этой социальной и психической жизни одновременно, тем больше как бы вот только в этом эмансипация. Но это мое Ну, такое я видение. в прошлый А не раз- чтобы кого-то там То есть через противопоставить. усложнение идет, через Я в прошлый раз приводил пример, как вот после, как я послушал эту Марию, да, анархистов, как я вот эту вот эмансипирующую практику применял на работе. Мгм. Это ведь тоже, то есть вот это вот момент, когда тебя вызывает вышестоящий, да, вот это вот чувство вины, да, оно реально появляется. Да, причем, как бы, неважно, да, зачем тебя Иногда вызывает. чувство вины бывает. Но когда ты понимаешь этот механизм, то меняется Ну даже вот, так я взаимоотношения тоже. с Я этим тоже. входом. Так, не потому что там почему-то, да, там... Потому что вы что-то- объяснительную модель получили, вы поняли, Да, и поэтому в я- рамках зазоры появились. Чем сложнее структура, тем больше зазоров. И вы уже не безотчетно откликаетесь, а можете послать где-то, или просимулировать, или сделать вид, что вы откликнулись. Но это же все как бы через усложнение, да, модели. Разве нет? Причем Что надо механизм. Но все еще зависит от гендера. Мужчина твой начальник или женщина? Меланхолия это когда Нет, дело в том, что действует. нет, Когда понимаешь, она ну, это контекстуально, во-первых, да, вот, ну, что надо делать, это надо конкретную ситуацию иметь. Да? Нет, Вот. это потом работает во всех ситуациях, да? То есть, как бы... Ну когда вот я ты и спрашиваю, возможно ли это на уровне стратегии каких-то? Да, конечно. Что это тогда еще раз? Ну, Ну, вот в смысле, подрыв вот, этого дискурса. да, подрыв. То есть, когда Классно, тебя классно. отвлекают с тем, чтобы ты почувствовал чувство вины, да, и встал в те рамки, куда тебя вот этот вот субъект, который отвлекает, чтобы ты стал, когда ты оборачиваешься и ставишь его в Чувство чувство вины? вины, да. Конечно, можно. Да, это манипулятивная нормальная техника. О них написаны целые тома. Другое дело, что ресурс все равно, у него может быть ресурс больше, Да. чем ваш, Да, вполне, так и- как бы, да, и до свидания ваша Это если он вина. понимает, да, то есть он опирается, да. Но он если должен, он- он должен ее видеть, этот ресурс, сам, да, естественно. Ему должен выбиваешь. Это первое вот то, что он ну, всегда, потому что ему хватало первого вот этого подпорки. Подпорку первую выбиваешь, и все. И А дальше. второй вопрос про социальный все-таки эффект. То есть это, я так понимаю, если мы говорим о сцене, когда там Дима общается с начальством, да? видеть. Так это и есть социальная же история, да? То есть можно уволенным стать, там, например. Так, Внутри. в чем Нет, я имею в поломанный виду, дискурс что, тогда? как это, Это если мы- уволенный, это Что уже... смешались пони, люди, и залпы тысячи каких-то непонятных слюней. Кто знает, может потом всплывет наружу, то есть там что-то какая-то эволюция. Социальная предприятия. теория, все-таки любая теория, она старается описать. Она не столько является инструментом, гаечным ключом, сколько она пытается объяснить происходящее. А у тебя какой-то подход, как у методологов. Вот сейчас нарисую схему, и это будет работать, если это мы воткнем в розетку. Неправда. Но я тебе еще раз говорю, то о чем говорят преподаватели, это теория. Теория пытается найти наиболее универсальный способ описания действительности. Именно с Теория должна давать какие-то прогнозы. надои, молоко и яйца в магазине. Я понял. Не надо вот- Практических теорий. Это ваша задача из этой теории что-то взять или не взять. Все, ну как бы, какой там практикум вам, что вы хотите. Все, у вас уже есть инструмент, ну если вы там как-то вникли. Да, у Так, Павла был это вопрос, да, избыточно. что? По сути, Галина, получается следующим образом. Можем вывести как бы некое следствие, что в системе некой отношений, чем сложнее язык и интерпретация, чем сложнее дискурс, тем, скажем так, он более социальный и более Политизирован, может это нет? нет, Разве можно быть более социальным? более Или менее? нет, сейчас секундочку.
Чем сложнее, тем точнее. Дайте Паша, ты договорить. это хотел сказать. Да, это Он так. может иметь Я не абстрактный, прошу не всех тем дать более- договорить. Чем сложнее, тем точнее. Это так. Можно как-то проще. Там, Чем сложнее язык, тем более структурирован в некое сообщество, некое, ну, скажем так, некоторые более яркие, четкие границы ну, государственности. То, о чем мы все время говорим, того явного ощущения присутствия некой власти и некой политики. Ну так, презентирующиеся в... Нет, ну тут, наверное, есть, как, в смысле, в том, что я услышал, какая тут есть идея, в том, что, ну да, чем, как бы, чем тоньше инструмент, да, понятно, что, да, тем, там, может быть, ну, как, если я там рисую тонкой кисточкой, да, я могу нарисовать сложный очень узор, да, вот там, ну, вот, как беру психоаналитический, да, вот эти вот, там, термины, да, там, да, рисую очень сложный узор, выясняется, что власть проникает, там, ну, да, не просто в какие-то, да, не просто в какое-то пространство, которое мы маркируем как социальное, да, Капилляры власти. да, а оно как бы, Власть. да, собственно, проникает, там, даже имеет отношение, там, не знаю, там, к структурированию, там, бессознательного, да, или каких-то процессов, там, с этим связанных. Но и это, как бы, да, оптимизма мало вызывает, да. Ну, я, в смысле, идея такая была, да, что... Ну да, чем тоньше берем инструмент, да, тем больше проблем у нас Тем больше возникает в депрессии. итоге. Секундочку. Не больше проблем, а проблемы становятся другими. Да. Вот, они другими становятся, да, ну, а их, как бы, как это, становится все... И тут наступает меланхолия. Нет, я вот Нет, а тут наступает меланхолия, которая и порождает необходимость познать, что же ты утратил. Меланхолия наступает, знаете, еще вот в этом смысле, в смысле перехода от одной теоретической Да, рамки да. к другой. То есть, ну, жаль становится, мы так боролись, Меланхолия искали это же скорее эту власть, состояние. Это депрессия, по большому счету. значит, вот этот источник этого принуждения. Мы нашли, мы уже отряды собрали, вооружили их, а тут выясняется, что внутрь субъективной структуры власть проникла. Ну так, конечно. Ну, например, для Илюкевича вдруг выясняется, что его любимый Ягуар бесконечно устарел. Для него это переход на новую машину. Для него это трагедия. Он теряет старый это Ягуар. отрицание утраты. Ну да, но это поэтому и есть. Вот и Переход, всё. скорее уход получается. Ну, это очень сложная штука там с этим меланхолией. Уход, переход. Ну, я не очень понимаю эти слова, что... Не знаю, ну, да, разные образы у всех в головах. Вообще проще депрессняковым назвать, и будет проще. Ну, по деменной практике упростить. Депрессия. Баламут такой, что просто Ну просто невозможно. меланхолия не эмансипационна. Вот, я Почему? Как раз она порождает, ее Нет. эмансипация порождает. Нет, она не эмансипационная, конечно. Почему? Если ее эмансипация порождает. Ну, просто меланхолия – это механизм психический, который там, да, с этой утратой, ну, как бы, если мы концептуально, не с точки зрения меланхолика, а с точки зрения понимания того, что происходит в меланхолии, там просто описываем процесс отрицания утраты с помощью меланхолии. Можно сказать, что... Интересно, как это Мы просто сейчас переносим, это я попыталась перенести вот эту утрату, да, теории, вот этих всех теорий эмансипационных, да, вот в режиме меланхолии, да, как-то отнестись к этой утрате. Что-то одно утеряли, но новое еще не приобрели. Ну, Такая меланхолия вообще лечится, в принципе? Да и не существует, по большому счету. какие-то формы болезненные, то лечится. Тебе это не грозит. А так Я это вот уже- входит в структуру Я хочу- человеческой личности, нормального каждого Меланхолия это не человека. болезнь. А что? Что значит лечится? Вылечивается, или если как только мы обнаружили меланхолию, мы сразу бежим там, Лечиться. за санитарами, чтобы человека... Скажи, а ты в кино плачешь? Новый закон какой-нибудь. То есть ты в кино не плачешь, то есть какая-нибудь душераздирающая сцена, трагическая, Какой закон? убивают Ну, или там, я не знаю, насилуют женщину. Она не... Нет, переживание. Если человек не способен это переживать, и невозможно объяснить, что такое меланхолия. Давайте все-таки смоделируем ситуацию. Да, давайте будем по одному рассказывать. Поскольку у нас государство и субъект, тема, и ну, в целом через все лекции, по сути, формирование, вот как, скажем так, перестройку в обществе организовать и перестроить, скажем так, отношения.
посредством формирования неких законов, правильно? То есть репрезентации каких-то структурированных изменений в отношениях. Соответственно, Вы предлагаете нам законы новые ввести или что? ну, соответственно, все-таки Да, записи проходили психоаналитическую. Не хватало. ну, это каким-то образом изменение в законе, оно тоже влияет на Ну, мы говорили здесь о законе таком, как о черте, в психоаналитическом смысле слоя, да, символическом, да, то есть символическое то, что пресекает вот наше слияние с биологическим, да, то есть закон, у Лакана субъект перечеркнутый, да, вот это все время с чертой, не случайно, да, потому что он действительно как бы символизирует разрыв с природой, да, то есть это первый закон это запрет на инцест, например, там, да, все остальные, по сути, нанизываются на это. Ну или каннибализм, там, да, вот какие-то такие штуки, связанные с регуляцией телесности. А что это? Вот отличает человеческое существо, вот практики воспроизводства себе подобных, да, размножения, они как бы в человеческом сообществе учитывают с необходимостью запрет на инцест. Третье поколение полные дебилы в случае инцеста. И это не биологически. У кого-то, ну, кто-то, ну, для кого-то это практики. А как же быть с этими племенами, у которых каннибализм? Не знаю. А как с ними быть? Что ты хочешь? Русские Ничего не племена, делать. у которых без инцеста никак. В чем закон? Послушай, человека можно есть, можно не есть. Можно копать, можно не копать. Неважно, не будем содержания закона. Есть все равно запрет. Ну, в любом случае, структуры родства, например, там Леви-Стросса почитайте, все равно есть практики регуляции, связанные с телесностью, в том числе, ну, прежде всего, да. То есть это регулируется символически. Ну, это же конвенционально, это же... Ну, то есть первое табу, да, первое запрет, табу, да, безусловно. Это то, что... Послушай, есть племена, где женщина общая. И там сплошной инцест. Никто не говорит о том, что у них нет своих законов. Эдуард, мы сейчас обсуждаем другой. Нет, вот ты просто Почему мы начали, кстати? он закон ограничений, которые мы... Ну, про первый закон, ну, как бы, ну, просто мы закон в абстрактном смысле имеем в виду. Павел как бы хотел перевести да, это нет, в как раз таки об этом конкретный закон, как я понимаю. Да, вот это Я не законы, вижу что здесь ты себе сам связи. Может быть, испытываешь власть этого закона. ну, я могла бы просто как бы в своем ключе, поскольку я не очень верю в эмансипацию, сказать, что какой бы закон ни был, он всегда будет. И с этой точки зрения, как бы, ну, всегда будет вот эта интерпеляция, как бы, да, и дарование субъекта, субъекта же самого себя, как бы, да, через вот эту символическую инстанцию. Вот, поэтому как бы с этой точки зрения нет никакой разницы, какой закон. Закон там поддерживающий классовое общество или закон там устанавливающий равенство. Если взять это перевести на язык Гумана, да, то у него вот вся система, да, социальная, у него есть внешний мир, да, окружающий мир. И этот окружающий мир психическая система, да, сам человек. То есть государство это не над человеком надстройка. Да? То есть государство это как раз взаимоотношения части, да? То есть вот именно вот той части, которая отвлекает. А над государством как раз вот человек, да, вот психическое, да, то есть вот индивидуум, он как раз стоит над. То есть государство является внутренней системой для психической системы человека. Скажи, а без государства социальная жизнь есть? Что такое государство? По Луману, значит, давай так, по Луману он говорит вообще в принципе о социальных системах, где государство есть всего лишь какая-то форма самоорганизации этого социума, но сама по себе социальная жизнь может существовать без государства, без национальности, без кучи всего, что мы напридумывали. Это как раз теория. Государства не будет, но все равно будет тот, кто... Ну, структурация какая-то, Да, конечно. структурация будет, и власть- Иерархия, да. А зачем ты государство приплел? Ну какая разница? Государство, иерархия, власть... Так а в чем вопрос? В том, что вы как бы, возможно ли какие-то практики равенства или к чему? Нет, я говорю о том, что смотри, какую теорию государства смотреть. Да? Если смотреть иерархическую, ту, про которую вот, ну, вот сейчас, Теории да? государства-то и нет в нашем случае сегодня. Я понимаю, но Нет вопрос, язык. вопрос же про практики, вопрос про то, что вот эта вот интерпеляция, да, вот это вот то, что не названное, вызывает там меланхолию, да, там, да.
Но оно же тогда, когда государство над тобой. Ну, вам концепт государства здесь ничем не поможет. Вы Понимаю, смешиваете два языка, и я не очень понимаю, в чем проблема. А еще добавить слово национальное государство, и можно Да, вообще пометить. сложно совместить это. Ну, государство, в государстве видите источник Нет, я, конфликта. ну, в том числе. Нет, неправильно, не надо туда уходить, Дмитрий. Вы все-таки неправильно поняли вот эту Ну структуру. пусть как входит, чего. Это будет очень сложно и запутанно. Ну почему? Батя Почему? же Можно продумать это. анализирует же Альтусера, вот этот интерпеляцию. У него, кстати, есть работа на английском языке только. По-моему, кто верит в национальное государство до сих пор? Ну, вот так называется. На английском языке, но я ее не прочитала еще. Мацкевич, То есть, я отвечаю сразу. Не надо говорить ерунду. Да, это было это ерунда. Мацкевич как раз Ага. говорит о том, что национальное государство – это вчерашний день. Ну, в другой статье он говорит, что это завтрашнее. Ничего подобного. По-разному бывает. У него зависимость Ну, от почитайте Ладно, я конкретно. думаю, это вы потом с Москвичем разберетесь. Да. Там сейчас Нам уже, по-моему, пора Барковского заканчивать. статья вот Спасибо, вышла, очень интересно. да, Сейчас, на нет, тему я- Ну, может, на Димин вопрос что-то хочешь сказать? Как Ой. сюда вписали Я государство? не знаю. Я, честно говоря, не очень Писать. понял, можно вопрос задать, Галина? Галина, я не очень понял, как телесная и субъективация взаимосвязаны с точки зрения изначального процесса субъективации. Я не очень как бы для себя именно телесная, то есть не уже надстройка, а именно первичная, вот это гендерная, вот это. Я не очень, честно говоря, пресекаю вопрос, как это работает в контексте субъективации. Как телесность работает Да. именно? Ну, телесность работает, как всегда, уже репрессированная языком. Да? То есть язык подчиняет телесные практики. Но язык появляется Но- уже после процесса субъективации. Нет, он вместе. Он для субъекта он и есть инструмент субъективации. И то, что не названо словами, то репрессируется. Нет, вот здесь прояснить. Слушай, вот Дима, я тебя люблю, конечно, как папа тоже. Не Две надо- противоположности. Не надо, ну я же правильно понял, да? То есть то, что не называется языком, да, вот то, Можно сказать, что оно утрачено, Оно, и да. есть тоска по этому утраченному. Да. Такая плохо артикулированная, или вообще не Не артикулированная, артикулированная. да. Да, не Ощущение артикулированная. неудобства, когда не получается, да, вот как бы сказать то, что задумано, то есть вот передать то, что ощущаешь. То есть то, что мы не Не можем задумано. сформулировать, это есть телесное, если буквально, да? То есть не Ну, тут такой сложный, да. вычлененное. Скорее психосоматичное. Вот так вот. Ну, Подождите, вот и тут без не запутаться. Я говорю о психологизации. телесном в контексте, это я так понимаю, Лакана, да? Все-таки идет. Мгм. И мне его прояснить, потому что Понимаете, проблема в том, и говорить об этом сложно, потому что все равно доступа к чистой телесности в чистом виде у нас нет. Да, мы Понятно. всегда языком схватываем. А что мы можем? То есть мы как бы за рамки языка вырваться не можем. В этом и трагизм как бы состоит. Да? Но где-то на какой-то там сцене нам все равно хочется быть вот этим полиморфным извращенцем, который никак не репрессирован, да, но нормальное такое состояние слияния с природой, со средой. Как бы, да? Что То есть хочу, то и где-то, делаю, да? где-то на каком-то уровне сознания, безусловно, память об этом есть. Как бы. а не бытие. Да, можно нирвану сюда. То есть, ну, язык такой кондовый немножко То получается. есть он всё телесное время- это то самое Вот, изначально сопротивляющая Польская некая система, она- сфера, она- которая противостоит языку. Да, телесность все равно, все равно есть осадок. У Лакана точно в концепции это есть. Как бы есть осадок, который не схватывается. Да, и он вот дисбаланс какой-то и вносит во все наши попытки объяснить все. Это, или проще говоря, когда мы овладеваем, то есть языком, то это как раз те значения, которых мы еще не знаем. Да, безусловно. То есть мы еще не знаем значения, а язык уже есть. В этом тоже как бы вот, да. И это выпадает Трагизм у нас, человеческого существования. ну, буквально в подсознание, и это вот зона вот непостижимого, неописанного, и есть телесное. Да, всегда есть зазор между Всё, тем, я как, прояснил телесное. как нам Да. объясняют что-то, и то, как мы действительно, как мы чувствуем. Ну, по сути, когда вот я сейчас говорю, как мы чувствуем, это тоже уже как бы оксюморон, потому Чувствуешь, что... что что-то не то. Нет, то, что мы чувствуем, и как мы это описываем, это разные вещи. Диалектики просвещения, да, вот как бы одна из сути, это критика вот этой демонстрация, или попытка показать иллюзорность вот тех рациональных теорий или рациональных представлений, там, объяснения жизни, да, или все, что можно, вот,
получив там, да, вот в области науки там все, открыть все, Да. да, и таким образом сделать такую прекрасную гармоничную жизнь. То есть фактически получается, что невозможно. Да? Ну да, и в этом как раз в этом вопросе психоанализ и является этим четвертым типом дискурса, в отличие от университетского дискурса, который построен как раз на просвещение, на рационализацию, на то, ну как бы вот на прогресс там и так далее. То есть это университет. То есть там, где мы вообще начинали разговор о социальном воображаемом, что вообще все социальное это воображаемое, то начинается, собственно говоря, совершенно другой дискурс. И там уже есть и психология, там уже есть еще куча всевозможных вещей, которые ну, никак не вписываются в традиционное понимание, да, вот такое конструктивистское, что вычленяем. То есть как только мы говорим о воображаемом, как раз Москвич сегодня полайкал эту статью о том, что люди вообще уже потеряли какие-то либо горизонты, где реальность, где воображаемая, хотя реальность невозможна, мы живем все равно всегда воображаемым, но в каком из миров вообще уже не ориентируемся. Вот это, кстати, я так понимаю, что сегодня очень часто, кстати, стало, даже заметил, в риторике по телевидению появляться понятие реальности и воображаемого. Это становится актуально, то есть животрепещущая вещь. Ну, как будто ищем утраченную реальность. Да, Да. Теряются ориентиры, все об этом говорят, и мы пытаемся вернуться к некой реальности, которая невозможна. То есть, да, ну, кстати, вот. И появляется меланхолия всей страны. У тебя не может, у тебя все в порядке. Это ваше Включи 4 угла. Не проецируйте. Кстати, есть такой фильм «Меланхолия», посмотри. Офигенный фильм. Триера? Да. Вызванство. Ну вот я и говорю, люди не знают, что такое Это надо, интеллектуальность. знаешь, как смотреть? Это надо смотреть не таком через язык, состоянии. а через такое, да, вот в этой камере депривации, винчика, чтобы мысли не плавали, и ЛСД. Какое странное представление, что такое меланхолия. Винчик, камера! Это не про меланхолию, это про правильный просмотр. Ты признался, ты ни разу не плакал, смотря какой-нибудь Это фильм. просто Я мало просто скажу, солнца. это каменное. Я тебя поздравляю, это очень Хорошо, кто-то, может быть, вывод сделает. Я не знаю, кто Всё может вывод сделать. Давай. Галина, я, честно говоря, могу сказать только одно, что все, конечно, чрезвычайно, особенно когда мы действительно там Жижи, Калакана касаемся. Потому что у Альтюсера там все просто и все просто тошнит от этого мне всей французской 20 века философии. Но когда сверху закладывается, куда они повернули Альтюсера, с чем они не согласны, то тогда открывается бездна и теряется ориентир, конечно, реально. Нет, ну подождите, Мы теряется. с тобой перебиваем. Нет, Как раз речь шла о том, что чем сложнее тебе не кайфует. Чем больше мне Ну, будет значит, смазить, это тем ваше. больше нравится. Осталось гендер Я тоже. поменять. Я испытываю релакс. Вы здесь воздержитесь. Будем завершаться, потому что уже время вышло давно, да, вот, и надо нам закругляться, я поэтому просто, ну, могу только тот вывод Джудит Батлер повторить, который она там делает в тексте, относительно того, что все вот это вот властное там, конструирование субъекта, да, поскольку оно как бы субъекта целиком не схватывает, да, вот, то понятно, что оно оставляет субъекту, ну, как бы субъекту самого себя как возможность. Да? И вот как бы вот субъект, постоянная вот эта возможность, да, он, собственно, и содержит некий такой У эмансипационный нее очень потенциал. хорошая есть, добавлю, метафора. Субъект — это нарост на логике. Может быть, отсюда волнение такое, что с логикой какая-то тут несостыковка все равно есть. То есть мы, как это, не понимаем, как эту возможность, там, скажем, ну, Да, откуда она берется? Да, реализовать ее, да, в каком-то там Вот я это понимаю. нужном Вот направлении. Для субъекта вообще как бы для меня власть реализует себя в субъекте через выбор. Ну, то есть, во Человек, всяком когда случае- делает выбор, он всегда проявляет собственную власть, правильно? То есть это всегда как бы расширение горизонтов, ну не знаю, то есть можно В так всяком упрощенно случае, как-то какой-то, да, какой-то проинтерпретировать. повод для оптимизма можно оставить. Ну или всегда Ну,